Работа активизируется в разы увеличится работа, потому что есть условия для этого. Вы знаете, что для любого вида деятельности в первую очередь нужна материально-техническая база. Я искренне благодарю нашего президента, что он создал нам эти условия. В этом селении культура будет работать и процветать. В Урус-Мартановском районе Алхан-Юртовский ДК первый из восстановленных культурных объектов. До конца этого года планируют открыть еще один, уже в районном центре. Для района это очень много, потому что после Урус-Мартана, Гихри и Гойта это следующий населенный пункт, где очень много населения, даже густонаселенность. Поэтому я думаю, для молодых ребят, которые сегодня к чему-то стремятся, чему-то научиться в сфере культуры или спорта, это для нас очень много и большая радость. С восстановлением ДК у алхан-юртовской молодежи заметно меньше стало проблем с организацией досуга. Этих же взглядов теперь придерживаются многие учителя, чьи удел духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Лиана Эдамирова, Олег Хашаев, Тимур Саратов. Новости. Между тем, для кого-то сегодняшний день чуть не обернулся трагедией. На улице Сайханова в Грозном сегодня произошел пожар. Загорелся жилой дом в поселке Беженцев. Пожарные прибыли через несколько минут после вызова. Жертв нет, но деревянное строение сгорело дотла. Вместе с нарядом МЧС на месте работала наша съемочная группа. С места происшествия Адлан Баркишев. Благодаря этим чутким соседям две семьи, проживавших в этом доме, остались живы. Пожар, как это часто бывает в таких случаях, возник неожиданно. Эти люди и не знали, что их дом горит. Одни из них занимались уборкой комнат, а другие и вовсе спали. Все, что удалось спасти, это пара обуви и несколько одежек. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 13:47. На месте происшествия караулы уже были через 13 минут. Могли бы поспеть и раньше, однако звонок с призывом о помощи немного запоздал. Видимо, в панике люди не могли разобраться, по какому номеру вызывать пожарных, 01 или 011. По всей вероятности, это короткое замыкание электропроводов. С учетом того, что мы видим, что и как это дело проведено в ближайших домах, вероятнее всего, это причина короткого замыкания. В этом пункте временного размещения по улице Сайханова-Тобольская проживают около 1500 человек. Размещением пострадавших уже занимаются. Представитель администрации Октябрьского района прибыл на место для решения этой проблемы. Пока еще окончательно не установлена причина возгорания. Оценка ущерба, нанесенного огнем жильцам этого дома, тоже устанавливается. Адлан Баргишев, Олег Хашаев, Ислам Бакаров. Новости. В этом году закрома республики пополнится и своим зерном, и своими овощами. В госпхозе Орджоникидзевске поспевают помидоры. Овощи будут хорошие, а главное дешевые, заверяют аграрии. Между тем, пока в полях урожай только зреет, на частных грядках его уже собирают. По 60. Вот такие цены сегодня на всем базаре на помидоры, завезенные на городской рынок из близлежащих районов республики. В то время, пока покупатели думают, где бы подешевле им их достать, Зулихан Ахмадова нашла свой выход из этого положения. После того, как соседи увидели, что мы занимаемся разведением помидоров, они сами загорелись желанием их разводить. Приходят, спрашивают советы, как их нужно выращивать. Пока многие жители задаются вопросом, когда же наконец им удастся поесть местных овощей, не разоряясь, в госпхозе Орджоникидзевске очень скоро начнется сбор урожая. Особенно интересно то, что цены на здешние овощи обещают быть ниже рыночных. Средняя цена у нас овощей и столовая свекла, сахарная свекла, помидоры, огурцы, редька, черная редька, белая редька, они у нас средняя по цене почти 7-8 рублей. Пока в госпхозе овощи еще только дозревают, вовсю идет сбор пшеницы и ячменя. В этом году здесь выращено 200 гектаров сахарной свеклы, более 400 гектаров зерновой и 50 гектаров овощной культуры. Работниками в поле проводится прополка и уход. И уже меньше месяца осталось для того, чтобы овощной рынок сменил финансовый гнев на милость. И, наконец, появятся доступные всем летние овощи. Жанета Дахаева, Асхаб Зайнулаев, Тимур Саратов. Новости.
И теперь, наверное, о высоком. Писателю Мусе Бексултанову исполнилось 55 лет. Его произведения называют всечеловеческими. Об этом говорят названия его книг. «Иногда, когда мне грустно» или «Кто постучится в дверь твою ночи». Между тем, особый резонанс в творческих кругах вызвал рассказ под совершенно лаконичным заголовком. «Бексултановская сирота» и сам автор стали предметом размышлений для читателей и нашего корреспондента Хавы Сербиевой. Для меня это просто обычный день. У меня нет такого. То, что день рождения только раз в году, к сожалению, у Мусы Бексултанова не вызывает. Пышных торжеств не любил никогда, они отвлекают меня от нужной мысли, делится писатель. При этом подчеркивает, что в голове он всегда держит маленькую историю, которая в будущем должна стать его очередным рассказом. Именно история из жизни привела тогда еще юного Мусу в эту непростую профессию, которая теперь и стала смыслом его жизни. Я был очень любчивый, я сам заикался, был такой невзрачный, маленький. И мне очень было трудно сказать ей, что мне в ней нравится. И, конечно, я был такой, не из робких. Я подходил, начинал говорить, но я заикался. И я не мог выговорить ни одно слово. И потом я это все излагал в письме. С тех пор прошло уже 22 года, сегодня ему 55, а в его библиотеке 5 книг, автором которых является он сам. Многие могут подумать, что за столько лет можно было написать и больше. Однако, бесспорно, это мнение ошибочно. Во многом он переносил на страницы не придуманные, а реальные истории, которые излагались писательским пером талантливо и интересно. Ради одного рассказа он мог путешествовать несколько лет. Я специально садился в поезд, чтобы увидеть города. Мне это очень нравилось. Знакомиться с людьми, останавливаться в гостинице. Когда я возвращался с заработки, я совершал вот такие путешествия. Я в один раз, я помню, я полетел с Минвод специально в Алмату, чтобы познакомиться с тамошними чеченцами. Я говорю таксисту, повези меня туда, где чеченцы. Он говорит, чехи, что ли? Я говорю, я не знаю, чехи. Он говорит, да, мы их чехи называем. И он мне говорит, все чехи ездят на шохах. Я спрашиваю у этого казаха, что такое шохи? Он говорит, шестерки. Жигули были такие. Он меня повез в этот поселок, я послушался, выходит ингуш. Я говорю, салам алейкум, война, видишь, ай, водя, что алхба, а где ночью бихузе, ай, да, ночью вас хочу, он мне говорит. И я понял, что это не чеченцы. Друзья и коллеги, которые работают с Мусой уже давно, знают, что он сам никогда не будет отмечать день рождения. Именно поэтому ежегодно они собираются на творческие вечера, где каждый раз почему-то не друзья, а он узнает о себе что-то новое. Вот и сегодня в актовом зале Дома печати собрались его товарищи и читатели. Здесь говорили не о самом имениннике, а про его работы. Читательскую конференцию посвятили одной из лучших работ писателя – повести «Сирота». После каждого выступления сам автор, сидевший скромно в последнем ряду, запоминал плюсы и минусы, которые здесь отмечали. Кто знает, может, в будущем и этот рассказ претерпит изменения. Про книгу, которую написал 18 лет назад, еще в начале своего творческого пути, Муса Бексултанов, сегодня говорили немало. Многие из присутствующих, готовясь к конференции, будущие врачи, пожарные, учителя. Все они герои нашей рубрики «Мечты сбываются». Мы продолжаем проект, посвященный детям из социальных центров. 11-летний Умар мечтает стать ОМОНовцем. Корреспондент программы «Новости» Зарима Шамилова и сотрудники милиции особого назначения организовали экскурсию для мальчика. Что из этого получилось, судите сами. Время в мечте ограничено, на все про все один день. Действовать нужно оперативно. Для начала Умар решил познакомиться со своими героями, в том числе и с теми, кто отдали жизни за стабильность в республике. Им дань памяти. Это парнишка уже понимает.
مدار شتاس مصيري مدار شو تقول له ده أمونه بابه شو تقول له بابه هو هو شو ترد ندل شبيني هذا مختبرة ده يا شتاس بلنا وش شلون ده فريدك ونفس شو خلت что еще сыну что делать Следующая остановка в экскурсии – моторизованная рота. Как выяснил наш герой, техника играет значительную роль в действиях милиции, а здесь всего в изобилии. Внимание парня, конечно, как магнит притягивает броня. Пулеметы, цинк, ящик.